Бзирашмас телехопштрам. Аусура яцны стоит апсу телехопшра пресс-центр. Хош 2 минут корзишеш эфира шагу апсу телехопшра каналджа. Шубзеку с коллегацу бзилаша бейт хашасвет. Ехетбе пресс-конференция хазара квартак карцует. Апсны прехмиткарот филармония сахар карот напхаю эсмаджинепха. Яраубаски япха филармония солистка Елена Анквапха. Шубзеку бзилаша бейт. Дорогие коллеги, рада приветствовать вас в пресс-центре Абхазского телевидения. На сегодняшней пресс-конференции на наши с вами вопросы ответит художественный руководитель Абхазской государственной филармонии Эсма Дженя, а также приглашенная солистка филармонии Елена Анквап. Эсма Виктор Ипха, один что за шарашах и саму прабхадзе пьездара, и хазлачажу тему, чебрабж барза филармония че имя пысва концерт ду. Филармония солистча зигзлахо а концерт. Я айтклан я хёзер ярабре проект чалачажу верстаху пари рабхадзакуни ума филармония че мамзарги традиция каха сабала имя пыжко концертума из ипшро я райгерта концертку из ларипшми. Ари и традиции до концерту без банокзер сезона нанчо арчарт сезона нанчо я налагу у вас и поп концерт солист зигирзейпшо концерт мепахкот сынпа нас солист газер қалап зидерча қопшча избанок зарурт ласылас аба ахныкалакятча концерт мепыргацум и харадзак абхан шкурса арсын пицундат пи орган псалача и кукалойт убра оарачаны изыргой таха у вас и қалейт амзы скорачоп ласы кукаладзомазын а сезон у вас и хацбейт, а сезон ахартырц ерзейпшо концерт ала солист чазлохузыки. У нас программа дар интерес сцо ейцердеру романского ария дуэтко скуяна гутергопхап хакупшча харсыпшуп. Табу пойду на коллега с коллегой чума мастарако. Сынпейме пысло концерта чыцраку хакарала галома. Я галуп рабхят законы душсертыр стахупа. Я пхё солист Елена Анквап. Уй рабхят законы концерта чы улхал рхойт. Бас а программа ейцердуру музыку паха, а солист, артист, а филармония сцена че и ахмахацис алойт. Елена, расскажите, пожалуйста, каково участвовать в таком проекте? Это для вас новый опыт, насколько я понимаю. Вы впервые принимаете участие именно вот в концерте солистов Абхазской государственной филармонии. И есть ли какие-либо ожидания от этого концерта? Ну, конечно, прежде всего, я хочу сказать, что это большая честь стать солисткой филармонии. Вот, и как бы шла я к этому не один год. Ну, в общем, да, спасибо всем, кто посчитал меня достойной. Вот. Я знаю, что, конечно, всех музыкантов, с которыми я буду петь на этой сцене, это прекрасные музыканты, потрясающие. Ну и, конечно же, петь у себя на родине, в своей филармонии, это всегда очень волнительно. Я вас перебью. Лена на сцене филармонии неоднократно выступала, давала огромные сольные концерты, которые там не часом ограничивались. Но в качестве приглашенной солистки, да, к сожалению, пока она вот в этом статусе, потому что, ну, там есть какие-то объективные причины, просто у филармонии нет штатов, чтобы вот ее пригласить на постоянной основе, но в качестве приглашенной солистки мы просто счастливы ее видеть рядом с нашими солистами, потому что это замечательная певица, мы с вами ее слушали много раз, и она участвует в различных проектах, которые очень популярны в Абхазии, ну, поет в Пицунде, тоже имеет огромный успех. И кроме того, это очень приятный человек, с которым приятно общаться. И вообще, знаете, вот такой вот девочка блестящая, которая блестяще окончила 2 вуза. И как-то, мне кажется, вот такая отличница по жизни. И поэтому нам приятно иметь такую артистку в наших рядах. Эсма Викторовна, вы говорили о том, что летний сезон, он был плодотворным. Расскажите, пожалуйста,
как прошли эти 3 месяца, большое ли количество было концертов, выступлений и так далее. Вот расскажите. Я расскажу о филармонических, но у Лены есть еще какая-то параллельная творческая жизнь, она расскажет тоже о своих. Да, конечно. У нас, вот несмотря на то, что летом наши артисты в основном перемещаются в, я так называю это, летние резиденции музыки в Пицунду, в органный зал, в один из лучших наших залов Абхазии. Там у них регулярные концерты. В субботу они дают совместный концерт, а во вторник, в пятницу и воскресенье это сольные концерты наших органистов Марины Шамба, Луки Гадели и пианистки Аллы Отерба. И вот в летние месяцы их можно действительно регулярно услышать с прекрасной программой в Пицунде. И поэтому летом мы стараемся их не беспокоить и как-то не планируем их концерты в Сухуми на сцене нашей филармонии. И подменяем отсутствие их другими проектами. Вот летом у нас уже в 4-й раз прошел джазовый фестиваль. И это было, мне кажется, очень интересное событие, в котором действительно, помимо того, что появляется возможность услышать различных музыкантов, но еще и появляется возможность нашим местным музыкантам принять в нем участие. И в этом году именно так и произошло. Закрывал наш фестиваль молодой коллектив Red Rock. И в фестивале принимали участие прям гости из очень далекого далека, из Америки, да, то есть фестиваль расширяет границу, и нам приятно, потому что когда артисты приезжают, для них это всегда такая терра инкогнита, они что-то слышали об Абхазии, но, как правило, это все такое вот негативном ключе, поскольку, ну, как-то так получается, что мы в информационном освещении нашей страны уступаем нашим, да, как бы, противникам. И поэтому они с опаской и с каким-то таким интересом приезжают, но уезжают уже с большой любовью к этой стране и с желанием вернуться. И поэтому мы как-то считаем, что вот такими большими проектами, в филармонии их несколько, есть известные всем мартовские концерты памяти погибших, я к ним потом попозже вернусь, и вот фестиваль джазовый. Такими большими проектами мы выполняем не только как бы какую-то такую миссионерскую деятельность, да, в сфере культуры, но, может быть, даже дипломатическую. И как-то это нас тоже так заставляет по-другому на все это смотреть и готовиться, поскольку каждое мероприятие — это, конечно же, какая-то такая маленькая мозаика, маленький кусочек в мозаику общую, да, о том, каким будет себе представлять эту страну тот или иной человек. И участник, кстати, и зритель, который придет на наш концерт. Мы замечаем такую тенденцию, что все чаще в наших залах появляются туристы, которые находятся в это время в Абхазии. И, конечно, я думаю, что они уезжают может быть, с небольшим удивлением о том, что вот не только эти всемирно известные имена, да, которые в основном сейчас выступают и играют за пределами Абхазии, но и местные артисты, оказывается, очень-очень высокого уровня и достойны того, чтобы, вот, как бы, может быть, и выезжать даже, и достойны того, чтобы тратить на них деньги, да, то есть покупать билет. И нам это нам ответственно и очень приятно этим заниматься. Вот раз мы заговорили о такого рода проектах, расскажите, пожалуйста, как вам удается налаживать контакты с иностранными коллективами, музыкантами, артистами? Вот каким образом? Лена как не вы на даст них мне соврать, выходите? наверное, она тоже подтвердит мои слова. Это только кажется, что музыкантский мир огромный, да, на самом деле все так тесно переплетено, и все друг друга знают, и как бы вначале было непросто, и нам, конечно, огромную поддержку нам оказали вот ребята, музыканты, которые, братья Брели, которые, в общем, предложили нам проводить
проводить этот фестиваль, они нас ввели в этот джазовый мир, познакомили с какими-то музыкантами, а дальше уже, что называется, дело техники, да, и все, то есть маркетинг, интернет, социальные сети и просто сарафанная почта участников, которые приезжают. Как выяснилось, кстати, так интересно, выяснилось, что многие музыканты просто оказываются в зрительном зале нашем, вот даже джазовые. Они приходят на знакомое имя в афише, то есть это какой-то их коллега, который вдруг у нас выступает, и оказываются нашими зрителями, а потом в следующий раз предлагают свои услуги. И поэтому вообще никаких сложностей. То есть настолько мир открыт, и как бы если у тебя есть хорошая идея, и ты можешь ее как-то так преподнести, оправдать, то все включаются с удовольствием. Я вот очень рада общению такому творческому с семьей Мерабовых, которые, ну, как вы знаете, много лет отдыхают в Абхазии. И правда, действительно, это так. Они первые наши 3 фестиваля просто сидели в зрительном зале, а на 4-й фестиваль выразили желание принять в нем участие. Ну, для нас это тоже такая своеобразная оценка, да, то есть вот не в каждом мероприятии ты готов участвовать. А это значит, что это хороший уровень, и как бы мы в общем русле. То есть это то, как делается в мире. Значит, вот нормально все делается. Спасибо за ответ. И если вы позволите, Елена, мы вернемся к предыдущему вопросу. Да. Как прошли ваши 3 жарких месяца? Жаркие месяцы, да. Ну, наверное, одним из таких знаковых уже действительно и уже тоже традиционных событий это стал наш Гранд-опера «Гала». Потрясающий, по моему мнению, тоже фестиваль, и который собирает настоящих любителей и ценителей жанра нашего. И опять-таки принимают участие потрясающие музыканты наши. И в этом году уже были приглашенные солисты театров. Вот, и, как всегда, принимает наша публика очень тепло. И мы очень любим, конечно, здесь выступать, потому что это прям вот ты чувствуешь, что столько, сколько ты отдаешь, ты еще больше получаешь взамен. А поскольку артист, настоящий артист, он отдает всю свою душу и все, что у него есть на сцене. Поэтому это, конечно, очень приятно, потому что ты восполняешься. Вот. Еще были у нас в Пицунде, был благотворительный концерт тоже уже традиционный для фонда Шана. Сейчас вот предстоит у нас концерт солистов филармонии. Я и думаю, в Пицунде что... еще у вас есть Да, сентябрь. и в Пицунде у нас вот, касательно меня, это будет 17 сентября. Мы с Лукой Гадели будем давать сольный концерт. Я забыла сказать о замечательном концерте, так как увлеклась джазом, Кристины Эшба и Владимира Магомадова. Это был очень интересный концерт с необычной программой, с таким редким участником, да, контртенор. И мне кажется, что тоже... Мне кажется, что Магомадову понравилось выступать на нашей сцене. И, в общем, как бы программа была замечательная. То есть зритель получил большое удовольствие. И поэтому вот лето, оно такое рабочее у нас. Насыщенное. Насыщенное, да. Ну и были какие-то проходящие концерты, рядовые. Вот много чего всякого было. Спасибо. Коллеги, есть вопросы? Я хотела бы, возвращаясь к теме будущего концерта 7 сентября, чтобы вы еще раз напомнили, кто еще из солистов будет принимать в нем участие, вот услышать, и все ли солисты разве принимают в нем участие, вот вы сказали, потому что все. А еще другой вопрос, вот по поводу, кто помогает филармонии финансировать различные музыкальные проекты. Спасибо. Спасибо большое за вопросы. Действительно, не все. Наш штат разрастается, мы этому очень рады. В концерте будут принимать участие не все солисты, но
в концерте будут принимать участие новые имена. Вот Елена Анква в качестве приглашенной солистки. Будет замечательный мальчик. Ну, это я так с высоты своих лет их всех называю мальчиками и девочками. Прекрасный парень, принц, не женат. Нугзар Какалия, тоже выпускник Московской консерватории. Будут, конечно же, наши молодые солисты, вот новое поколение, Кристина Эшба, Нана Черкезия, Асида Шакая, Алхас Ферзба. И мы очень надеемся, что нашу эту молодую плеяду, поросль поддержит наша мэтресса Манана Шамба, которая тоже, вот, в общем, готовит пока концерт, мы надеемся, ничего ей не помешает. И из старшего поколения Алла Оторба, любимая всеми нами пианистка, которая вот тоже уже давно не выступала в Сухуми. И так, забегая вперед, скажу, что она готовит свой сольный концерт осенью. А вот сейчас, 7 сентября, такой вот ну не пробный, а такой вот интригующий выход с номерами. Кстати, она исполнит сочинение абхазского композитора. Я не буду раскрывать всех имен, но программа очень интересно составлена. Это популярные действительно арии, дуэты, песни европейских, русских и абхазских композиторов. А по поводу второй части вопроса, ну вот, к сожалению, так вышло, что филармония пока не финансируется на регулярной основе государством. И мы понимаем, что это связано со сложностями, с экономическими и со всякими форс-мажорными обстоятельствами, которые там вытягивают деньги из такого небольшого, да, нашего бюджета. И поэтому, знаете, вот когда некоторые творческие организации, ну, скажем, там театры жалуются на недофинансирование, я так молча думаю, ну, кого-то недофинансируют, а кого-то совсем не финансируют. И все время надеюсь на то, что сменятся какие-то такие обстоятельства, мешающие тому, чтобы начать финансировать, ну, единственную концертную организацию, да, в Абхазии. И, в общем, организацию, которая объединяет такое количество талантливых артистов, коллективов с именами. Спасибо Министерству культуры за то, что они поддерживают наши крупные проекты. Крупные проекты — это вот мартовские концерты памяти погибших и наш джазовый фестиваль, потому что, ну, иначе просто невозможно было бы что-либо делать. Но помимо этих двух проектов в филармонии множество других концертов, которые мы тоже хотели бы, конечно. И, понимаете, это не просто желание обладать какими-то финансами, да, а это необходимость, поскольку есть некая специфика в деятельности филармонии, да, вот даже в сравнении с театрами. В театре есть текущий репертуар, регулярные спектакли, которые, ну, однажды вложившись в них, ты получаешь потом, да, там, в течение года или 2 сезонов, 3 сезонов, получаешь какую-то отдачу. Филармония выпускает уникальный продукт, единичный. Вот он, концерт случится, и все. И, может быть, в следующий раз мы его повторим через год, но тоже видоизменив. Да? То есть это уникальные продукты, которые требуют таких же финансовых вложений. И, конечно, ну, это уже общеизвестно и в России, и на постсоветском пространстве, и в Европе. Все музыкальные коллективы, оркестры, филармонии существуют на дотациях. Они могут быть государственными, да? То есть источник может быть государственный, а может быть какой-то попечительский совет. То есть это искусство пока еще не окупает само себя. Невозможно его отпустить вот так вот в океан бушующий, да, экономических катаклизмов, вы сказать, выживайте, там рыбку поймаете, а там, может быть, и дельфин что-нибудь подбросит. Нужно, чтобы это немножко, но постоянно каким-то образом подпитывалось, потому что иначе сложно планировать, сложно что-то придумывать, поскольку
зритель, несмотря на все сложности экономические и так далее, все равно требует высокого уровня, да, мирового уровня. Ну, мы избалованы телевидением, интернетом, и все хотим такие же шоу, такие же оркестры, такую же декорацию на сцене, свет роскошный. А все это стоит, к сожалению, каких-то финансовых вложений. Но вот пока мы справляемся, ну, будем ждать, будем рады переменам. Спасибо, коллеги. Есть вопросы? اسم فيكتور بحاج حار استخن تبرا بجبرزيم بكخو كونцертахна исышукса атема чапсахвама мамзарги ашуху чадарар хатая аргома инаргзаша мамзарги концерт программа чешокургломой. Тема Кагямадзе Мария концерт, Ерзепшо концерт. Насубас традиция лейкалейта концерт дуку. Солист Хелуху, Ирчейне Хелуху, Ейцердоро, Апцамта Корыла и Щекугылоп. Нас Харгил бас убриами Олахцейт, Ейцердоро Арияку, Дуэтку, Ашаку, и Шахераны Шуоп, Шибрамза, Бишбарза. Несмотря на сложности, как и финансовые, так и различного рода сложности, все равно работа продолжается, вы планируете мероприятия и так далее. Если не секрет, конечно, на ближайшие планы. Ближайшие планы, значит, в октябре у нас будет приглашенный пианист из России с сольной программой. В ноябре мы ждем сольную программу нашего замечательного фортепианного дуэта Нинель Бжани и Гулиза Авицба. Еще готовится сольная программа Аллы Отерба. Как обычно, в декабре тоже уже традиционно новогодний концерт, в котором принимают участие не только солисты нашей филармонии, но и начинающие музыканты, приглашенные артисты. Мы пока еще придумываем программу, а там уже в следующем году тоже много планов. Впереди там юбилей замечательной солистки Абхазской филармонии, уже, к сожалению, не живущей с нами, Людмилы Логуа. И в 2019 году ей бы исполнилось 80 лет, и мы хотим в феврале делать юбилейный концерт ее памяти. В марте наши традиционные концерты. В общем, планов громадье. Нас ничто не остановит. Ну и, конечно, напоследок у вас есть еще раз возможность пригласить наших телезрителей на концерт, который состоится 7 сентября. Расскажите подробнее, во сколько. Да, я с огромным удовольствием приглашаю вас 7 сентября в пятницу в Абхазскую филармонию на концерт солистов Абхазской филармонии, приглашенных солистов Абхазской филармонии. Этот концерт ознаменует начало нашего концертного сезона, то есть таким образом мы откроем сезон 2018-2019. И в концерте прозвучит очень популярная музыка из сокровищницы классической, да, музыки, какой-то полуэстрадной, прозвучит сочинение абхазского композитора. То есть программа рассчитана на широкого зрителя и совершенно не требует каких-то подготовительных процедур. Поэтому будем рады вас всех видеть в пятницу, 7 сентября в 19:00. Спасибо вам большое за содержательные ответы, дорогие коллеги, и вам большое спасибо за ваши вопросы. Хатарского телехопшца бриала их пресс-конференция Хыркшуп и табу пихахопшу зыге, я его хайкшираганза. Абзерас.